Каждый год 1 октября отмечаем Международный день пожилых людей. Сотрудники Огинского национального музея имени Гамбажа Цыбикова поздравили своих ветеранов. В рамках декады пожилого человека сотрудниками была проведена тематическая экскурсия представителями старшего поколения по выставке «Славься, моя Ага», посвященной 85-летию со дня образования Огинского бурятского округа. Каждую осень хороший хозяин приводит в порядок свой двор. Сотрудники провели осенний субботник на территории музея. Был наведен порядок в помещении холодного склада, в столярной комнате, отремонтированы стойки для стендов. Также проведена заливка бетонной площадки для новой национальной игры «Баргай». Весь октябрь в экспозиционно-выставочном зале музея работала выставка «Славься, моя Ага», посвященная 85-летию со дня образования Огинского бурятского округа. На ней были представлены материалы с фотографиями об этапах развития округа по отраслям, представлены достопримечательности нашего округа. Данную выставку посетило свыше 1000 учащихся округа. В рамках окружного фестиваля бурятского языка сотрудниками коллектива музея был создан видеоролик с чтением пословиц на бурятском языке. Удың нарың быйды долаң, уйтың нухыт сытхылды долаң. Научные сотрудники занимались разработками материалов классных часов «Разговор о важном» для учащихся общеобразовательных школ. В рамках фестиваля бурятского языка проведен цикл лекций о ценностях человеческой жизни и важности бурятского языка, о круглогодичном цикле сельскохозяйственных работ со студентами Огинского педагогического колледжа имени Базарин-Чино, с учащимися старших классов школ поселка Огинской, с членами коллектива Государственного архива для престарелых и инвалидов Огинского дома-интерната. В рамках окружного фестиваля бурятского языка была организована и проведена интеллектуальная игра «Таван Сысын» среди семейных команд. Одеться в бурятскую одежду, сделать отличительные знаки, выучить девиз и постараться командой отвечать на вопросы – все это нужно было сделать членам семейных команд интеллектуальной игры «Таван Сысын». В игре участвовало 6 команд. По итогам игры «Таван Сысын» вручены почетные грамоты, на всю команду футболки с памятными надписями, и всем командам вручены праздничные сладкие призы. В Огинском национальном музее имени Гамбажа Цыбикова в рамках Года культурного наследия и фестиваля бурятского языка состоялась демонстрация новой бурятской игры «Баргай Надың». На открытый ознакомительный турнир собрались любители традиционной бурятской игры «Шагай». Сотрудники в национальных костюмах продемонстрировали и ознакомили присутствующих со спортивными инвентарями, применяемыми при игре. Сотрудники музея занимались подготовкой площадки для проведения данной игры «Баргай». В работе межрегиональной научно-практической конференции «Бурятский язык. История и современность», посвященной 200-летию со дня рождения первого ученого-востоковеда Даржи Банзарова, приняла участие с докладом «Роль музея в сохранении и развитии этнокультурного наследия бурятского народа» старший научный сотрудник Сысык Бабоева. Всего в 4 секциях конференции приняли участие около 60 человек. Наша коллега заняла почетное 2-е место. Проведен семинар по комплектованию, учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций для сельских музейных работников Огинского округа. В ходе семинара получили необходимые рекомендации. Также им высланы документы и вспомогательные материалы по электронной почте. В рамках Года культурного наследия и фестиваля бурятского языка в Огинском бурятском округе состоялась встреча в музейной гостиной с представительницей кыргызской диаспоры в Огинском бурятском округе, многодетной мамой, хранительницей семейного очага Амурбековой Кондус Акмакбетовной. Встреча была запланирована в рамках проекта «Калейдоскоп дружбы». На мероприятии была приглашена большая и дружная семья Будажапова Баира Цидиндамбаевича и Кундус Акмакбетовны, которые проживают в селе Сактахангил Огинского района. Супруга Кунтуз прекрасно поет бурятские песни, шьет, вяжет, вышивает ковры, великолепно готовит бурятские национальные блюда.
Волнующим моментом было, когда Кундуз Акмакбетовна на бурятском языке представила себя и родословную мужа. В семье Будажаповых все дети и внуки в совершенстве владеют бурятским, кыргызским и русским языками. Все знают и почитают обычаи и традиции родителей. В рамках реализации проекта «Пушкинская карта» проведены выездные мероприятия с выставками к юбилею Агинского округа, с элементами юрты и бурятской традиционной утвари, музейными уроками и планетарием в школы поселков Магойты, Дульдурга, села Хила. В рамках фестиваля бурятского языка с учащимися Агинской средней школы номер 3 очень познавательно и интересно прошла квест-игра «Хизар Орно Шинджилгын Музей со Аяншалга». Основной целью занятий явилось расширение представления у учащихся о традиционном жилище кочевых народов в юрте. На занятии разрешалось трогать, изучать предметы старины, делать фотографии. Узнали, из чего изготавливали каркас юрты. Девочек интересовали деревянные кожемялки, а мальчиков старинные седла, показательные луки и стрелы. Подведены итоги первого межрегионального конкурса «Лучшие руководители, специалисты и работники учреждений культуры-2022». В данном конкурсе приняла участие заместитель директора по научной работе Шайжит Арсаланова. По итогам работы членов жюри Шайзут Бадмаевна удостоена диплома за 3-е место. Магойтовский агропромышленный техникум в будущем году отмечает 60-летие со дня образования. Наш старший научный сотрудник Аюр Жикжиджапов и специалист по экспозиционной и выставочной работе Батыр Батажаргалов выезжали в поселок Магойты для оказания методической помощи по оформлению экспозиций и выставок, посвященных юбилейной дате. Сотрудниками Агинского национального музея продолжена работа по научному описанию музейных предметов и занесению в государственный каталог РФ, а также по привлечению учащихся школ округа и поселка по Пушкинской карте на мероприятия и музейные уроки в музее. Таков не самый полный перечень всего, что сделано в октябре 2022 года сотрудниками Агинского национального музея имени Гамбажап Цыбикова.